Манифест евразийцев и скифов. В 2021 году исполнится 100 лет с момента провозглашения манифеста «Исход к Востоку» и появления евразийства, оригинального течения русской мысли, геополитики и культуры. Евразийство утверждает, что Россия – это не просто страна, не Европа и не Азия, не государство в узких национальных границах. Россия – это самостоятельная цивилизация. Россия-Евразия, сопоставимая с Европой и Китаем. История этой цивилизации насчитывает многие тысячелетия. С седых скифских времен по наш век пространство Срединной земли, сердцевины Евразийского материка, было населено разными народами, но оставалось единым целым с точки зрения культуры и общей исторической судьбы. После развала СССР эта целостность была утрачена, многочисленные гражданские войны всех со всеми продолжают погружать Евразию в хаос. Соседние цивилизации, наблюдая нашу слабость, рисуют собственные проекты мироустройства евразийского пространства. Китайский проект «Пояс и путь» планирует превратить постср в гигантский хаб для транспортировки китайских товаров. Американский проект «Новый шелковый путь» рассматривает Евразию как конгломерат разрозненных государств, управляемых западными логистическими центрами. Турецкие политики по-прежнему лелеют пантюркистский проект Великого Турана от Стамбула до Северно-Ледовитого океана. Исламские радикалы грезят о глобальном халифате, где вся Евразия обращена в салафитский ислам. В этой ситуации у России и у стран бывшего СССР нет внятного политического и идеологического ответа на построение привлекательного образа будущего. Коммунистический проект в чистом виде давно не работает. Проекты националистов всех мастей уже превратили постсоветское пространство в закрытую банку, наполненную пауками. После утраты Советского Союза евразийство остается единственной живой и активной доктриной, утверждающей ценность и привлекательность идеи союза стран и народов. Только евразийство и евразийский политический проект способны восстановить наш союз в новой форме и дать народам России и Евразии достойное грядущее. Новая Евразия подобна Ноеву ковчегу. Мы разнообразны, но у нас один корабль. Вокруг бушуют шторма, смыслы прошедших миров, целые цивилизации и культурные парадигмы отправляются на дно, исчезают из человеческой жизни. Красивый ковчег Новая Евразия, способный удержаться на плаву в штормах наступившей бурной эпохи и сохранить всех, кто попал в него. Это яркий образ спасения наших народов. Новую Евразию мы видим как актуальный политический и военный союз государств, которые вместе готовы защищать свой суверенитет, ценности и образ жизни. Мы не можем замыкаться в скорлупе своих национальных республик. Нам нужна общая большая родина, способная отразить любую атаку недругов и помочь нашим союзникам в любой точке земного шара. Путь к новой сверхдержаве лежит через общее целеполагание, политическую волю к единству и евразийскую идентичность. Сохраниться, защитить себя и обеспечить безопасность можно лишь объединяя усилия, отдавая часть суверенитета на наднациональный уровень для того, чтобы обрести защиту и поддержку в качестве единого геополитического субъекта. В наступившей эпохе победителями окажутся те, кто сможет, овладев современными технологиями, построить собственную устойчивую экономику, связать свое пространство транспортными артериями, запустить масштабную промышленную кооперацию и новую индустриализацию. Для финансовой независимости нам необходим валютный союз и внутриевразийские инвестиции в новые производства, в науку и технологии. Нам необходимо единое гуманитарное, культурное и образовательное пространство на основе русского языка и высокой русской культуры в симбиозе с национальными языками и культурами. Нам нужны общие смыслы, национальные по форме, евразийские по содержанию. Согласованная, неконфликтная политика исторической памяти и наднациональная образовательная система, легко обеспечивающая студенческую и академическую мобильность. Мягкая сила новой Евразии – это привлекательный образ и вдохновляющая реальность развития, открытости друг к другу и миру, мирного сосуществования и сотрудничества разных государств, народов и культур. Это очарование и величие больших пространств и тех возможностей, которые они дают. Это возможность оставаться самим собой, не отрекаясь от своей идентичности, веры и традиции.
Новая Евразия – это пространство, где юридически и неформально защищаются права народов и культур, где нет колониализма и принудительной ассимиляции. Это то место, где каждый народ, язык, религия могут получить автономию и защиту в рамках общего дела. Евразийство КСКСИ-ГО-века – это наш шанс на спасение, на утверждение и развитие собственной самости, на победу над конкурентами и на завоевание будущего. Мы объединяем Евразию, которая станет лидером человечества, воплощая в реальности его самые сокровенные мечты. Потому в Москве, в столице нашей большой родины, философы, политики, бизнесмены, мастера культуры провозглашают концепцию новой Евразии, справедливого, безопасного, единого и многообразного мира для этносов и стран России и Евразии. 27 апреля в Москве, в отеле «Азимут» Смоленская, состоится конференция «Новая общественная инициатива «Новая Евразия». Это будет международное общественное надпартийное движение. К нему сможет присоединиться любой желающий. Организаторами конференции выступит Евразийский центр Льва Гумилева, движение Захара Прилепина и движение «Новые скифы». Мы приглашаем к нашей инициативе граждан, организации, государства и народы. Павел Зарифуллин, Алексей Бзермант. Еще раз, кто со мной не знаком, меня зовут Павел Зарифуллин, я директор Евразийского центра имени Льва Николаевича Гумилева, человека, который на всех вас смотрит. Я сейчас, когда вы будете выступать, вы увидите, как Лев Николаевич Гумилев на вас всех смотрит внимательно и вам дает такое послание. Если Россия сохранится, то только как евразийская держава и только через евразийство. И в этом смысле, конечно же, я очень рад вас приветствовать здесь. И наш форум, он как бы проходит сквозь времена. Здесь есть и те, кто жив, кто активен, кто приехал с разных сторон Евразии к нам, и те, кто сейчас нет, кто смотрит на нас сверху и очень переживает за то, что здесь происходит. Ну и тех, кто еще не родился. Они тоже от того, что мы сегодня провозгласим, будет зависеть, я надеюсь, и как сложится судьба народов наших стран. Потому что вроде бы нас здесь немного на этом форуме, но те вопросы, которые мы собираемся здесь заявлять, утверждать, они настолько глобальные, всеобъемлющие. И география у нас сегодня настолько представительна, что, конечно же, я совершенно уверен в историчности сегодняшнего мероприятия. Так вот, что такое сегодня будет у нас? Сегодня у нас будет, давайте я уже встану, потому что так лучше. Сегодня мы провозглашаем новую Евразию. Сразу, конечно же, возникнет вопрос, где старая Евразия, куда она делась, куда она отвалилась. Идея основная в следующем. Евразийский центр Льва Гумилева много лет пропагандировал евразийскую идеологию как общественное движение, как НКО в самых разных странах, проводил экспедиции, исследовал сакральную географию. Вот здесь множество моих друзей, с которыми мы объехали всю Евразию, описали ее интеллектуально через призму веков, истории, мерзли в Якутии, мерзли на Соловках, объехали всю Центральную Азию, Киргизию, Таджикистан, Афганистан, Пакистан. И тем не менее было проведено там миллион конференций, издано множество книг, организовано тысячи каких-то интеллектуальных лекторий, тренингов, этнических расстановок. Рано или поздно эти действия должны были сложиться, это количество должно было перейти в качество. Наше движение «Новые скифы» активно действовало в самых разных странах Евразийского материка, от Приднестровья до Афганистана. И вот тоже время ему пришло, видимо, как-то трансформироваться, вырасти во что-то большее. В какой-то момент мы начали очень тесно работать с моим товарищем Захаром Прилепиным, с его движением «За правду». Через некоторое время Захар уже сюда приедет к нам. И мы условились создать большую, широкую, масштабную, международную, общественную, надпартийную инициативу под названием «Новая Евразия». Это движение призвано на основе идеологии евразийства
на основе идей, которые провозгласили евразийцы ровно 100 лет назад, Трубецкой, Савицкий, сборник «Исход к Востоку», идеи Льва Николаевича Гумилева. Вот на этой основе большое наше масштабное общественное движение именно сейчас, именно сегодня начинает создаваться, инициироваться, утверждаться, и, как мы надеемся, оно будет активно работать как в Российской Федерации, во всех ее регионах, так и в наших братских странах. Потому что даже несмотря на пандемию, здесь у нас белорусская делегация, и остальные просто не приехали из-за того, что сейчас какие-то сумасшедшие цены на билеты в Азербайджан, в Казахстан. Но на ближайшие мероприятия мы их, конечно же, ждем. Сегодня, почему Евразия тогда новая? У нас было множество евразийских проектов, которые постепенно время их стерло в порошок. Нам нужно новое утверждение, новая нота, новый музыкальный интервал, вокруг которого сплотятся люди, и за которым пойдут люди. Мы считаем, что сегодня уже время жатвы. Очень много мы бросали зерен на нашей культуры, на наших евразийских исследований в самые разные страны евразийского материка. Вот зерна взошли, и когда мы искали, здесь очень важный такой тонкий, культурный, может быть, момент, искали это название, я увидел картину моего друга, художника Максима Ильинова «Ной». Это Ной, праотец, который держит ковчег, и вокруг него собрались люди, звери, голуби. И вот я подумал, что вот новая Евразия, это вот как Ной же звучит, даже по аббревиатуре. Но на самом деле это действительно ковчег, где мы уже всех собрали, все народы собрали, всех желающих собрали. Все, кто хотел быть с Россией, с Евразией, они уже вокруг нее, они уже все тут, на самом деле. Новых кого-то искать мы уже, наверное, не будем. Пора плыть. Мир входит в пространство страшной турбулентности, в пространство цунами, экономического, геополитического. В любой момент люди опять, я вспомнил времена какие-то своего детства, как во времена Андропова, когда нас выводили всех на случай ядерной войны, учили быстро там прятаться в этих бункерах. Опять зазвучали эти слова. Вот на этом фоне, конечно же, в культурном смысле, в общественном смысле должна появиться структура, которая объединила бы всех людей в обществе наших евразийских стран и всех желающих показала им цивилизационный большой путь. Нет сегодня ни в России, ни в странах СНГ ни одной другой объединяющей идеи. Просто она отсутствует. Коммунистическая идея в старом, хорошем марксистском смысле, она никогда уже себя не проявит, потому что она исчерпана. Коммунисты все прекрасные люди, мы с ними дружим, но мы прекрасно понимаем, что вот как это было там при Ленине, Сталине или даже Хрущеве, ничего уже не получится. И Советского Союза в старой форме тоже не будет. Идея национализма всех мастей, которые у нас уже гуляют 30 лет, самый разный национализм, там, русский национализм, украинский национализм, татарский национализм, там, узбекский национализм. Все эти национализмы привели к тому, что огромное наше пространство, большая наша Евразия, большая наша земля превратилась в банку, наполненную пауками, которые все грызутся, доказывается, какой там у них род дольше, какая история длиннее. Но ничего не получается, только наша идеология, только евразийство способно стать большой объединяющей идеей, которая учитывает и потребности народов, которые живут на нашей территории, и права этих народов, и права русского народа, как народа, скрепляющего все это большое пространство наше, и права всех народов малых, права регионов, и вот эту культурную идентичность каждого. В этом смысле никакой другой, как я повторяю, никакой глобальной идеи для этого пространства больше нет. И геополитически все собрались. Есть, с одной стороны, Евразийский союз, где худо-бедно проходят экономические интеграционные какие-то процессы. Мы считаем, что проходит плохо, медленно, отвратительно, бездарно совершенно, но пусть они будут, потому что если их не будут, то вообще что будет происходить. Это, во всяком случае, хорошая точка для старта, Евразийский экономический союз. Но там нет многих стран, других наших дружественных, братских,
Там нет Таджикистана, там нет Узбекистана, там нет Армении, Армении есть, Азербайджана нет, которые могли бы там быть, но там нет ДНР, там нет ЛНР, там нет Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, тех стран, там нет Монголии, тех стран, которые входят в нашу большую единую цивилизацию. Вот я перечислил эти страны, которые могли бы войти в эту новую Евразию. Все, так или иначе, они все взаимодействуют с Россией, с русской культурой, не отказываются от нашей общей идентичности, от нашей общей истории, сохраняют нашу приверженность нашей общей исторической судьбе. Но кто-то не захотел сесть в этот ковчег, кто-то решил утонуть. Но мы же не можем спасти людей, которые сами не хотят жить, да, спасти политические элиты, которые тянут свои народы на дно. Мы не можем за всеми бегать. Вот корабль готов, ковчег готов, время отправляться в большое плавание, время идти к большой истории, к большой культуре, к большой философии. Хватит уже мыслить старым, все собраны, все звери, все люди. Звери очень важны в нашей концепции, потому что скифы утверждали скифский звериный стиль. Вся наша экология, все наши регионы, все наши святые, все погружены на этот большой ковчег новой Евразии, который готов к великому плаванию. И я считаю, что вот наш форум должен стать важной отправной точкой этого события. Мы должны ударить в гонг и поплыть дальше к новым берегам, к новой истории, к новому будущему наших народов. Может быть, оно будет не супер безоблачным, там будут и грустные, и счастливые минуты. Но самое главное, что это будет наше будущее, наше достойное будущее, безопасное и справедливое будущее, к которому мы все призываем. Вот это такая моя небольшая преамбула. Я бы хотел построить этот съезд на нашем общении. У нас приехало очень много представителей самых разных регионов, от Якутии до Минска, от Архангельска до Махачкалы. И все получат слово. Коллеги, друзья, товарищи, белорусское евразийство есть, вот, по крайней мере, одно доказательство, напечатанное на бумаге. Долгое время это евразийство у нас рождалось в неких муках. Мы находимся на пограничье, и, наверное, вот этот выбор судьбы, пути, он у нас на западных окраинах Евразии всегда был сопряжен с каким-то сложным, на самом деле, выбором. Но всегда этот выбор был правильный. В отличие от Украины, мы как-то, наверное, умеем собраться в сложный момент и все равно сделать правильный выбор. Это выбор России, Востока и Евразии. Поэтому достаточно долго у нас это все рождалось, но родилось, и белорусское евразийство существует. Не только в моем лице, это некое умонастроение, которое показывает нам этот путь к будущему. Для меня Евразия — это, безусловно, будущее прежде всего. Да, это идея, которая прекрасно описывает наши корни, истоки, нашу традицию, веру, наше сосуществование друг с другом, даже не сосуществование, а некое событие, да, событийность нашу общую, нашу соборность. Но самое главное, оно показывает, куда нам двигаться. Вот этот союз народов, людей, судеб, государств на нашей территории, в нашей части, вот, на севере Евразии, он неизбежен. Но каждый раз он принимает некие новые формы. И вот когда мы говорим о новой Евразии, мы совершаем вот некий новый рывок. Потому что 100 лет идеи прошло, она худо-бедно пробила себе некую колею, некую стезю и реализовалась, да, как Павел говорит, в Евразийском союзе. Нравится он, не нравится, но тем не менее он есть, что-то там крутится, и это уже хорошо. Но сейчас, для меня, как для убежденного евразийца, наверное, важно где-то переходить вот эти границы, начертанные классиками, и открывать новый горизонт. Потому что я убежден, что Евразия — это очень динамичная структура, она не замыкается только вот в номадическом мире, в степном мире. Это что-то такое растущее, живое. Вот как подтверждение моих слов о том, что евразийство — это
идея, которая может прорасти в самых разных местах нашего материка, может быть, и выйти за его пределы. Я вообще считаю, что наша сверхцель — это космос, только евразийцы могут стать космическими кочевниками. Так вот, я недавно вернулся из Мьянмы, буквально на днях. Мы там спасали местный режим от цветной революции, потому что белорусы знают, как это делать, у нас неплохо получается. Так что кому нужно, обращайтесь, у нас есть ноу-хау, только у евразийцев. Вот. И я видел, что вот этот народ, это Южная Азия, Юго-Восточная. Кстати, они пришли с Тибета, с северных отрогов тибетских гор. Считается, что бирманцы пришли, основали там империю свою и завоевали почти весь Индокитай. Затем там были и монголы, кстати, это Мьянма тоже часть монгольского мира. Хубилай и Бубойны были, и тоже Мьянма считается частью этой монголосферы. Так вот, я увидел, что это такие же люди, такие же, как мы. Они с теми же чувствами, с теми же эмоциями, они хотят жить в своем мире, свою традицию, веру, Theravada, свою школу, чтить, почитать, и Запад пытается все уничтожить, этот мир. И почему мы не можем их взять в Евразийский союз? Конечно, можем. Мы открыты к тем, кто хочет жить достойно, независимо, иметь вот в себе этот некий стержень к развитию, к стремлению вперед и вверх. И вот в этом есть некий новый стержень евразийства. Это не консерватизм, это действительно идея развития, но в хорошем смысле. Мы видим некую перспективу, мы видим, как справедливо, достойно устроить будущее для максимального количества людей, не деля их на бедных и богатых, на этносы, на расы, на религии, и дать им эту возможность жить и развиваться. Вот в этом стержень евразийства. Это как бы развитие вот той дружбы народов, интернационализма, но и развитие лучших идей, которые были заложены там, в русском, советском, коммунизме, социализме. Только в новую эпоху, в новых формах, открывая новые границы. Эта идея шире там, просто восточнославянской идентичности или русской. Потому что сама русскость — это очень большая, широкая идея. Она объемлет космос, по сути. И в этом, на самом деле, уникальный стержень русскости. Никакой другой народ не может вот, иметь эту всечеловеческую отзывчивость и предлагать людям быть братьями, а не рабами, подчиненными. И когда ты с этим приходишь к людям, самым разным, и в Мьянме, и в Индии, и к арабам, даже преодолевая языковые и религиозные отличия, все равно эта идея побеждает. Она круче любого там, англосаксонского, американского колониализма. И в этом тоже стержень и суть евразийства. По крайней мере, вот, меня всегда влекло в евразийстве именно это. Я думаю, что многие из вас прекрасно понимают, о чем я говорю. Поэтому новая Евразия — это вот прорыв. Мы 100 лет эту идею пестовали, лелеяли, а сейчас пришло время совершить этот новый рывок. Ощутить эти горизонты, понять эти наши сакральные места, вобрать в силу, собраться вместе в новый союз, который уже не развалить, и показать человечеству новый путь. Да, это пытаются сделать китайцы, но я уверен, что круче нас этого никто не сделает. Именно поэтому за Евразией будущее. Каким убогим была наша историко-политическая мысль в нашей стране, в Советском Союзе, в предыдущий период, пока не возникло евразийство. Пока те русские мыслители, которые оказались после гражданской войны поневоле за пределами своей погибшей старой России, и стали размышлять, почему императорская Россия погибла, ответа не было. Они, для тех, кто победил, для большевиков, для Сталина, в последующий период Советского Союза, они были великие вражины, чьи идеи нельзя было воспринимать. Поэтому весь советский период наш народ, наша молодежь, наша наука ничего не знала о евразийстве. У нас было очень убогое мышление,
В то время история России исторически почему-то начиналась с какого-то никому неведомого Урарта, а не с Новгорода, не с Киева даже, тем более не из Москвы. Так нас учили в школе, на уроках древней истории, истории России, истории СССР, в школах, институтах, аспирантурах, академиях. И это непрерывно изображало само отношение России бесконечной борьбой против каких-то злостных татаро-монголов. Это означало, что Россия не ведала о своем происхождении, будучи введена в заблуждение после распада другого великого государства на маленькие государственные образования в 15 веке псковским монахом Филофеем, который подкинул московским князьям идею Третьего Рима. И Москва, освобождаясь, становясь самостоятельным центром, почему-то возомнила себя Константинополем. И вот этим определялась вся последующая ошибка нашей русской и последующей советской истории. Советская история ничем не отличалась. Сталин, будучи коммунистом, ничего не ведая, не зная о евразийском учении, тем не менее, выполнил две великие задачи. Во-первых, он объединил то, о чем мечтали московские цари и петербургские императоры, об объединении славянства под эгидой России. Он еще туда присоединил румын, венгров и часть немцев. Вот было славянское единство в виде социалистического лагеря. Далее, на восток Сталин воплотил великую паневразийскую империю, чье влияние простиралось до Индонезии. В лучший период до 1961 года, когда малоумный Хрущев все поломал, испортив отношения с Китаем и разделив единое до того времени коммунистическое мировое движение, что значительно ослабило позиции Советского Союза, исторической России. И вот даже сейчас невозможно представить себе, как бы мы с вами сейчас мыслили, не были бы мы вооружены великим евразийским учением, которое возникло не где-нибудь, а закономерным образом именно в умах русских мыслителей. И вот ответ тогда был дан, потому что безудержная европеизация, начавшаяся особенно во времена Петра I, начиналась еще до того, при Алексее Тишайшем, и даже, возможно, и при этих боярах-изменниках, которые призвали в Кремль поляков. Вот тогда уже начиналось вот это идолопоклонство в России перед Европой. Вторично евразийство возникло как потребность нашего общественного сознания после очередной политической катастрофы, которую испытала Россия в 1991 году. Благодаря тому, что здесь, в Москве, неподалеку от нас, где мы с вами находимся, во власти оказались, опять же, малоумные, глупые люди, которые вообразили, что Россия – это РСФСР. Понимаете? И эти люди первые были сепаратисты, вовсе не чеченцы, и даже не прибалты. Именно они в 90-м году, какого числа? 12 июня приняли закон верховенства республиканских над союзниками. Что это, если это был не открытый мятеж? Что это было, если это не был главный сепаратизм? Да, у нас было 15 равных союзных республик. Но я вот коренной уроженец РСФСР. Мы, россияне, в то время чувствовали, что в том Советском Союзе вот мы главная республика, были ущемленнее, чем другие. Союзный состав, если сравнить с поездом, состоял из 15 вагонов, равных по величине. И чем ближе к хвосту, тем вольготнее ехалось. В Латвии, Эстонии, Туркмении, Таджикистан, потому что в тех вагонах было попросторнее, а права одинаковые. А в российском вагоне было нас, как сельдей в бочке,
впереди был еще союзный отцеп, где ехало союзное руководство. И вот наши чиновники, цыковцы типа Ельцина областные, приезжая на съезды партии, чувствовали себя ущемленными. Их поселяли в гостинице «Москва», ну, может быть, там, люкс номер обычном, они там курили, пили, ругались. Он говорил: я произвожу продукции больше, чем 3 прибалтийские республики, а им дают особнячок на Ленинских горах, Эдику дают особнячок, Шеварднадзе приезжает, а вот Башкирия тоже, или Татарстан тоже производит продукцию больше, чем эти несколько союзных республик. Почему такая несправедливость? И вот мы с вами, представители азиатской России, РСФСР, Сибири, вовсе не были допущены к международной деятельности Советского Союза. Это я вам говорю как писатель, потому что СПССР, который отсюда тоже в нескольких шагах, тоже относился к Союзу писателей России как к малому союзу, который должен работать только с областными русскими организациями и нашими автономиями. У нас не было иностранной комиссии, не было Литфонда, не было могучего афроазиатского движения, которое было поручено среднеазиатским товарищам с большими деньгами. Они работу вели в масштабах Азии, Африки, Латинской Америки. И когда в 1991 году это произошло, по случайности роковой, в РСФСР не оказалось кадров. Ни по международной политике, ни по национальной политике. И Россия, пройдя 30 лет, не Россия, для меня Россия — это Советский Союз, РФ до сих пор не может отличить народы. Как нас учили в советское время? Что все народы хорошие, все пушистые, что тюркчи, что грузины, что мордва, что таджики, все хорошие. А ведь народы разные. И народы по-разному относились. И сейчас разные. Вот за 30 лет мы должны были это изучить. К сожалению, в современной Российской Федерации до сих пор этот вопрос не определен. Национальной политикой ведают люди, которые не могут отличить бурята и кута, мордву от марийца, хакаса от тувинца. Какую они национальную политику могут строить? Я представляю не только свой родной Алтай, я представляю Международную ассоциацию алтайских народов, народов алтайской цивилизации. Это огромный мир. И вот эта алтайская цивилизация, это как географическое понятие, она в то же время сибирская цивилизация, она и тюркская цивилизация, она и российская цивилизация. В России очень много ресурсов, резервов, о которых она еще не догадывается. Вот мы, евразийцы, можем и вправе это показать в Российской Федерации, но наши позиции до сих пор еще не востребованы. И вот после того, как в 1991 году евразийство заново появилось, нужно было ответить, а почему погибла большая советская Россия, 1/6 часть света. В чем причина? Только ли в том, что там Горбачев был такой, Ельцин был такой-сякой, дегтем мазанный? Нет. Все 300 миллионов были виноваты в том, что они, как граждане, не поднялись на защиту своего большого отечества. Когда русские бегут или из Прибалтики, или из Средней Азии, Кавказа, я их спрашиваю: а куда вы бежите? В Россию. А вам что, Донецк или Киев — это разве не Россия? Минск — это разве не Россия? Как раз Белоруссия, Украина — это и есть изначальная Россия. Больше, чем Поволжье, больше, чем Кавказ, больше, чем Сибирь. Но вот мы, народы России, как раз вот это очень остро ощущаем. Я вам скажу, не обижайтесь, даже больше, чем сами кровные россияне русские. Сегодня стоит задача, чтобы прежде всего современные русские в Российской Федерации ответили на этот вопрос. Как восстановить единство нашей Родины? Потому что разъединенное Отечество имеет право на объединение. Разделенный народ имеет право на собирание. Угнетенный народ имеет право защитить свои права. А мы бежим в Россию. Когда Ташкент был в Кремле, все убегали туда. Почему-то о России, матушка, не думали, о Смоленске не думали, о Костроме не думали, о Пскове не думали.
не говоря уже о Сибири или Дальнем Востоке. И вот мы с вами появились именно в эти тяжелые годы, чтобы ответить на этот вопрос вторично в 20 веке, в 91 году. И вот сейчас третий приход евразийства является настоятельной необходимостью. Потому что это набат. Мы опять, эти люди, которые отсюда все творили, сели в вагон, они хотели из Москвы куда попасть? В Европу. А я смотрю, они в Европу не попали спустя 30 лет, а приехали в Древний Рим, эпохи упадка. Там уже германцы с дубинками стоят, там уже там с юга, понимаете, народы Ближнего Востока, Африка уже собрались. А куда они стремятся-то? На Украине. Я однажды своего друга Казанского спросил: вот вы как называете русских? Великороссов, я говорю. Великороссов как называют? Он говорит: Караурус. Правильно говорю, Караурус, это значит большой, настоящий русский, великоросс. Хорошо, а как вы вот братьев белорусов называете? И говорят: как же, Ахурус, то есть белорус. Говорю: правильно, так же исторически. И вот, подбираясь к третьему вопросу, я говорю: а как вы украинцев называете? Татары. Кызылорус, красные русские. Червоная Русь. Я говорю: батюшки, и русские, и украинцы давным-давно забыли, что 1000 лет назад была Червоная Русь. Вот как и человек. Он может поменять паспорт, фамилию, имя, отчество, даже национальность поменять. Но сосед хорошо знает, кто ты. Он знает, что ты русский. Как бы ты ни отнекивался, ты для румына, ты для мадьяра, ты для словака, для поляка, тем более для турков, татар, ты, брат киевлянин, русский. И даже ты, галицийский человек, ты тоже в их глазах русский. Потому что нету 2 или 3 Иванов, есть один русский Иван. И вот мы с вами, коллеги, живем с вами в великой и могучей стране, пусть и временно разделенной, исторической, от Карпат до Тихого океана. Это был с древнейших времен наш мир. Я об этом говорю с 1985 года. Разным. И нашим, и вашим, и другим. У нас могли быть внутренние противоречия, внутренние столкновения, но мы являемся одной единой евразийской цивилизацией. Евразия — это условный термин, потому что я вам объяснил, что первые евразийцы не могли свою Россию называть Советским Союзом, поэтому они придумали условный термин Евразия. Также и нам было трудно, после 91 года тоже нужно было говорить Евразия. И теперь, когда мы говорим об этом, мы должны понимать, что мы никогда не были ни первым Римом, кровавым, ненавистным всем народам античного мира. Мы не были тем более вторым Римом, Византией лукавой. Мы являлись Евразией. Мы являлись Славией, если так говорить, Россия. И мы являлись народом 100 народов. Мы по существу ими и являемся по сей день. Потребуется только это де юре оформить. Вот за эти годы я вижу, сейчас заканчиваю, я вижу, что все народы в нашей стране, во всех республиках, больше, чем в Российской Федерации, осознали потребность объединения на словах. Наши президенты заключают прекрасные соглашения наверху об интеграции, в экономическом союзе и так далее. Но реальных подвижек нет. Сейчас мы приехали. Мы приехали в Древний Рим, мы выехали оттуда, а мы видим, что никакой такой качественной подвижки не произошло. Мое сознание, как евразийство, формировалось более полувека назад, когда я в Доме книги на Арбате первокурсником литературного института взял в руки древние тюрки, синюю книгу Льва Николаевича Гумилева. В то время не то, что мы, студенты или академики, ничего не знали об евразийстве.
И вот после этого я был и остаюсь. Когда я учился в аспирантуре Института востоковедения, нельзя было произносить имя Гумилева. Это было на рубеже 70-х, 80-х годов. Его имя почти было как бы полузапретным. И вот как только Лев Николаевич скончался, массово его книги пошли и сразу завладели всем нашим сознанием. Хорошо, что Гумилев был не последним евразийцем, а первым евразийцем в Советском Союзе и оставил нам великое наследие. Вот Павел Вячеславович выступал и говорил, у нас за эти 20 лет много было евразийских разных проектов, но наконец наступило время, друзья, я очень хочу, чтобы у нас не на словах, а на деле возникло крупное массовое движение новой Евразии, то есть нового содружества, нового союза наших народов. И оговариваюсь как представитель российских народов, чтобы не было такого, что 15 республик всегда выходили на сцену, танцевали, а все большинство наших народов Российской Федерации оставались либо в трюме, либо где-то там на периферии. У нас должен быть новый союз равных народов, не союзной республики, не автономной и так далее. Вот когда мы это создадим, а так оно у нас и было, тогда мы можем сказать, поздравить себя, что мы с вами стояли в начале истоков мощного нового движения, новой Евразии. Иного нам не дано. Если этого не произойдет, я могу вам как историк сказать, не мы первые, не мы последние. Мы можем с вами погибнуть в столкновении мировых сил. Я очень не хочу, чтобы изменения происходили у нас в той или иной мере, там, китайский вариант, американский, турецкий или мусульманский. У нас должен быть наш, российский, евразийский, единый вариант. Спасибо вам. Здравствуйте, мне очень радостно видеть вас здесь, и я ощущаю какой-то даже определенный прилив сил, потому что, да, шаг вперед, потому что я вспоминаю не только вот, собственно, прекрасные встречи и путешествия с Павлом, но и вид, который я однажды увидел из окна Министерства иностранных дел. Я был туда приглашен на беседу с очень известным, крупным советским дипломатом Александром Николаевичем Кадакиным. И он прям находился чуть ли не на последнем этаже. Конечно, не в самой этой башенке, но вот как бы. И я подошел к окну, мне просто стало интересно, и я увидел огромное пространство. Вот просто такое пространство, которое, наверное, могу увидеть только в Москве, в России, потому что мне казалось, что вот действительно вот для МИДа это правильный опыт, потому что из них виден весь мир. Но часто мы вот это не ощущаем, когда мы ходим по земле, мы почему-то вот этого пространства не ощущаем. Оно нам кажется плосковатым, оно нам кажется не таким объемным. Но вообще-то это чувство огромного пространства, оно рождается, наверное, только вот на территории, которая называется Россия, и которая является вот таким вот большим. Вот сейчас выступал Брантой Янович, а я вспоминаю прошлый год, когда я приезжал на Алтай, когда мы с Брантой Яновичем ходили по улицам Горно-Алтайска, а потом я поехал по этой живописнейшей республике Алтайской, и был просто восхищен этими видами, просто идиллическими, которые достойны кисти самых изысканных, наверное, пейзажистов, художников. А потом я полетел во Владивосток через некоторое время, и я ощущал, как вот много часов я лечу, а моя страна не кончается, она идет. Мне даже как-то утомительно стало, я думал, может быть, мне все-таки на поезде надо было поехать, потому что тут как бы даже и не разомнешься так толком. Вот. Но тем не менее, увидев Тихий океан, я понял, что вот мы к этому Тихому океану припадаем, что этот Тихий океан делает нас большими, настоящими. Вот. Ну а что касается евразийской идеи, то я вспоминаю, у меня была моя большая подруга, мой друг такая, Инесса Ванда Ломакина, которая была крупным монголоведом, которая, кстати, длительное время работала с Львом Николаевичем Гумилевым, в общем-то, в одном институте. И насколько сложно было Гумилеву в то время, она мне все время говорила: Олег, ты не представляешь, вот как на ученых советах над ним издевались, над ним просто издевались, как
как сложно было вообще, так сказать, ему с его оригинальными взглядами находиться среди людей безусловно, научно авторитетных, но очень часто живших в рамках таких прокрустовых ложь каких-то научных концепций, давно уже утвержденных. А он, между тем, создавал некий новый взгляд на сосуществование народов в великом пространстве Евразии. Конечно, с этой точки зрения всегда сложно, тем более, что его, наверное, единственным оппонентом мог выступать только Арнольд Тойнби, который создал такую вот большую теорию такого исторического генезиса. То, что Гумилев сделал, это большое вот такое вот научное событие. И оно, конечно, оно было обречено на конфликт с самого начала. Просто потому, что этот человек был не только ученым, он был еще и человеком, который все это выстрадал, да, на тех же огромных пространствах Азии, где он и жил, и работал, и, к сожалению, сидел в тюрьме. Где, собственно, он и увидел множество тех народов, которых, может быть, в других обстоятельствах он бы и не увидел. Да, но вот этот эмоциональный опыт вот такого сострадательного состояния, он оказался очень важным. И мне кажется, что вот сегодня, когда существует и прекрасное учение Гумилева, существует определенный даже инструментарий, важно, чтобы и само движение евразийское, оно становилось не просто общественным, оно становилось по-настоящему политическим течением, чтобы оно вовлекало в себя большие массы людей, чтобы эти люди становились активными гражданами разных национальностей, но скрепленными в едином тигле, да, сплавленными по-настоящему, скажем, настоящими, чтобы они становились настоящими евразийцами. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Ну, я вообще-то готовила доклад о сибирских татарах. Может быть, я потом во второй части специально сделаю доклад, а сейчас, наверное, просто раз уж меня так представили. Вот, я представитель сибирских татар. И живу на юге Тюменской области, в городе Тобольске. И там как раз именно юг Тюменской области, там сибирские татары, автохтонный, самостоятельный этнос. Есть сибирские татары и в Омской, и в Новосибирской области примерно более 300 тысяч человек, но именно на юге Тюменской области проживает больше 200 тысяч сибирских татар. Сохраняется вот проживание мононациональных аулах. Вот на юге Тюменской области, чтобы вы знали, это более 130 деревень, где проживают именно сибирские татары, сохраняя свой язык, культуру. Конечно же, здесь уже говорили, что и тувинцы, проблема и помогается это, что, конечно же, язык потихонечку уходит, и в каком смысле, что вот я побывала в этом году в деревнях, где всего 12 деревень есть, это удаленные такие деревни, туда только можно добраться по зимнику, вот я ездила, пока была возможность по зимнику, а летом туда добраться очень сложно в некоторых из этих деревень, поэтому я постаралась вот по зимнику поездить. Я что увидела? Вот 12 всего 12 домов. В деревне есть даже начальная школа, 4 ребенка там учатся. И я захожу в один дом, и там девочка со мной разговаривает, 4-летняя, по-русски. Я спрашивала вот ее родителей и говорю на своем языке. Девочка очень заинтересована, так слушала, явно, что она все понимает. Вот. Но я говорю, я тебя сейчас буду снимать, только если ты будешь говорить на своем языке, на сибирско-татарском. Вот. И она, конечно, оказалось, что она все понимает. Но вот и в тех деревнях, где чуть-чуть побольше людей, но там полностью 100% все мононациональные деревни, но там тоже дети говорят, начали говорить уже на русском языке. Вот эта проблема такая есть. Еще одна проблема, это, видите, оказалось, что она общая проблема. А у сибирских татар еще проблема заключается в том,
что поскольку это отдельный язык, да, казалось бы, необходимо, чтобы этот язык изучался. Но проблема-то заключается в том, что в 47 деревнях Тюменской области, где изучается татарский язык, там изучается язык не родной, а изучается язык поволжских татар, казанских татар. И это уже вот проблема в чем заключается, что уже более 50 лет эта политика, но люди так и не стали говорить на казанском языке. Люди говорят, все-таки вот взрослое поколение, да, среднее взрослое поколение все равно говорят на своем родном языке. Мы стараемся развивать язык. У нас есть люди, группа людей, которая как бы занимается тем, что нормирует язык. У нас есть кандидат филологических наук, который с 2010 года нормирует язык, грамматика появилась, фонетика, графика сибирских татар, языка сибирских татар. Появились писатели, которые стали писать на своем сибирско-татарском языке. Но ничего это не финансируется, это все делается своими усилиями энтузиастов. Вот, я и сама составляю словарь, составила тематический словарь сибирско-татарского языка. Вот сегодня уже говорили, что у нас вообще действительно многообразная культура. У сибирских татар, например, составляя словарь имен сибирских татар, это просто вот как ремарка, выявила по первой всероссийской переписи 1897 года, чтобы вы знали, в 170 аулах 6300 имен у сибирских татар. Какое многообразие, да? А сейчас уже после вот 80-х годов 20 века имена стали исчезать, и стали появляться такие общие, такие для всех характерные имена. Лили, Элины, Элизы, Марсельезы, вот такие имена есть. Вот, Сади, еще там какие-то эти имена тоже выписывала из похозяйственных книг. Но вот исторически-то у сибирских татар вот такой обширнейший именник, и он тоже отличается от, скажем, имен, большинство имен все-таки отличается от имен казанских татар. Вот, элементы культуры, тем не менее, у сибирских татар, вот я, поскольку полибек, этнограф, еще занимаюсь сейчас вопросами языка, изучением говоров сибирских татар. Вот я сама носитель языка, сама представитель этого народа, но я каждый раз записываю в этих деревнях слова, которые в других вот, локальных группах, деревнях не выявляются. Я с таким удовольствием записываю эти слова. Ну вот, например, просто чтобы понимали, например, вот небо, да, ауа, у нас большинство людей называют ауа, кук называют. И первый раз в одной деревне, тоже удаленной, услышала вот за 30 лет изучения, да, услышала еще одно наименование неба. Аллах Туа. Аллах — это Бог, да? Аллах Туа. И вот такие вещи меня, конечно, всегда поражают. И каждый раз, записывая и новые слова, которые я слышу, да, и я поражаюсь, насколько богата культура моего народа. Сибирские татары — это ведь народ, где было свое государство, да, Сибирское ханство, до этого Тюменское ханство, еще раньше Ишимское ханство. Многие элементы политической истории, политических каких-то моментов взяты и русским государством, такие понятия, как ясак. Ну, просто могу сказать, например, что ясак русские с переходом сибирского ханства, с переходом сибирских татар в русское государство, просто государство переводит на себя. Вся система обложения вот, по улусам, да, наименования даже элиты, это все русское государство берет как за основу, и первоначально, первые там, в 17-18 веке, все эти наименования продолжали еще
действовать в русском государстве. Вот. И российское государство учитывало во многом в первое время учитывало вот эти особенности культуры, и, ну, можно сказать, что и не сильно вмешивалась в дела сибирских народов, да, ну, в частности, сибирских татар. Вот. Но я буду отдельный доклад делать, и у меня подготовлены слайды, чтобы вы имели представление, что это за народ такой, почему мы все-таки не просто татары, да, как иногда пишут, вот татары Тобольска выступили против наименования аэропорта, против Ермака, да, названия Ермака. Нет, мы-то все-таки не татары, а мы сибирские татары, поэтому мы в свой адрес не приняли, когда вот, написали это. Вот. Ну, если будут вопросы, я об этом тоже расскажу. Вот почему, не сибирские татары, а вообще весь Тобольск не захотел наименования аэропорта Ермак. Обсудим. Отдельно. Затронул очень важный момент, который касается евразийства напрямую. Да? То, что Лев Николаевич Гумилев говорил, почему русские смогли присоединить огромную территорию от Тихого океана до Карпат, да, до Ботнического залива. Потому что в свое время у них было одно отменное качество – умение понимать и принимать другие народы, учитывать этническую идентичность, региональную идентичность, находить общие темы, общие взаимоотношения. И в этом смысле вот сейчас есть модное психологическое слово «эмпатия». Да, вот у русских эмпатия зашкаливала. Именно поэтому русские как раз это то, что связывает сегодня такие противоположные народы, как чукчи и молдаван, допустим, туркмены и финнов. И русский народ в этом смысле как вот такая меркуриальная энергетическая субстанция, которая связывает самые разные миры. Но вот умение понимать это, не унифицировать совершенно. К сожалению, в современной России, вот Бранто Янгович точно очень ответил, не хватает кадров, которые бы разбирались в этих вопросах не с научной точки зрения, даже не с этнографической, но всегда были прекрасные школы, а с политической точки зрения понимать и принимать другие народы, культуры и вообще строй мысли, потому что русские-то тоже разные. В каждом русском регионе русские свои. Русские на Камчатке коренным образом отличаются от русского на Кубани. И почему в этом смысле евразийство, как с одной стороны глобальная идеология, которая предлагает объединяться, да, но идеология, которая учитывает эти различия, ценит каждое вот это слово, каждую аллатагу найденную, она как бы воспринимает это как золотую монету. И это очень важный вопрос. Как раз мы были на Донбассе, там идет попытка такой некоторой, на мой взгляд, искусственной русификации сейчас Донбасса, предлагается с подачи наших националистов идеи русской доктрины. Там были у нас круглые столы, мы спорили и спросили просто молодых людей, а зачем, которые присутствовали, молодых дипломатов Донбасса, а зачем вы сопротивлялись Украине? Они сказали, ну потому что мы донецкие. Их вот наши русские националисты, которые с Украины приехали и учат нас русскому национализму, спрашивают, ну вы же русские? Они говорят, да, мы русские, татары, евреи, но мы донецкие. Для нас это самое главное. Мы встали, и Донбасс, Донбассу все похер. Вот. И вот такой прекрасный лозунг, который мне очень понравился. И вот это главный лозунг, вот не учитывать этих особенностей невозможно. И никакая идеология, кроме евразийства, это сделать не может. Народу Беслану Кабаки. Прежде всего, хочу сказать, что я выступаю в двух качествах сегодня. Я представляю Республику Абхазия, и также я представляю международное движение по защите прав народа. Ну, начну с первой своей ипостаси, значит, Абхазия. Мы сегодня обсуждаем вопрос, а ведь если посмотреть нашу историю, да, историю мира, всего мира, да,
История мира – это история интеграции на самом деле. Начиная с древнейших времен. Мир развивался через интеграцию. По-другому в этом мире не было, значит, развития. В этом смысле показателен пример Абхазии, которая входила в состав практически всех интеграционных объединений, которые были в мире. Правда, они назывались тогда по-другому, так сказать, да? Это была, допустим, Римская империя. Абхазия входила в ее состав, мало того, значит, первый Никейский собор, который был в 325 году, абхазская делегация принимала участие там, значит, и принимала те решения, которые по сегодняшний день актуальны, так сказать, и имеют значение. Абхазия входила в состав Византийской империи, Абхазия входила в состав Османской империи, Абхазия входила в состав Российской империи. Она была в составе, естественно, и Советского Союза. Вот. На территории Абхазии за древнейших времен присутствовала греческая цивилизация, допустим, да, вот город Диаскурия был какой-то, да. Это одна из первых таких цивилизаций в мире, которая была. В Абхазии присутствовали генуэзские фактории, которые в те далекие времена, так сказать, торговали, значит, в Абхазии. Через Абхазию проходил один из путей, вернее, Великого Шелкового пути. То есть мы всегда находились на пересечении, всегда были, так сказать, в составе вот этих империй, и удивительным образом Абхазия вбирала в себя все то лучшее, что было в этих империях. Ведь не все было плохо, так сказать, да? Было и хорошее, так сказать. И в порядке юмора, значит, в Абхазии сегодня присутствуют, наверное, все религии, которые есть в мире, да, представлены в Абхазии. Это и православие, безусловно, со своими храмами. Абхазия вообще древнейшая православная страна. Это и католичество со своими храмами, это и иудаизм со своей синагогой, это и ислам с мечетями, так сказать. Есть, значит, у нас баптисты, допустим, и самые разные, так сказать, вероисповедания, буддисты представлены в Абхазии. И все это, так сказать, при этом еще существует традиционное абхазское вероисповедание. Это одна из немногих монотеистических религий дохристовых, которые сохранились по сегодняшний день. В Абхазии это присутствует тоже. И когда мы, значит, пытаемся понять, а почему же так произошло, да? Все это есть, и все очень органично в жизни Абхазии присутствует. Ну, в порядке юмора мы говорим. Всегда, значит, нам приходили завоеватели, Абхазию завоевывали, да? В те времена, так сказать, империи по-другому не развивались. И первое, с чего начинали, у вас Бог неправильный. Абхазцы спрашивали, а какой Бог правильный? А вот наш Бог правильный. Ну, хороший, да, ну пусть будет. То есть толерантно относительно, это в порядке юмора. На самом деле все было, конечно, не так, все было по-другому. И если следовать этой логике, да, то в нынешнее время распалась огромная держава, да, Советский Союз. Это трагедия на самом деле, и она распалась, наверное, не только потому, что там были какие-то ошибки в кадровых вопросах и так далее. Было прямое предательство на самом деле. Почему-то об этом мы не говорим. Предательство со стороны тех людей, которые возглавили в тот период советскую державу. Никаких, по большому счету, предпосылок к распаду СССР не было, а было прямое предательство. Об этом надо говорить прямо, я думаю, это время пришло уже, когда об этом надо говорить. Но что делать, так сказать? Держава распалась, возникло очень много новых государств, и перед этими государствами возникла дилемма, опять участие в интеграционных проектах. И если они не объединятся в тот проект, который мы предлагаем, да, мы на протяжении многих лет, вот вместе с Павлом Зарифулиным и многими здесь присутствующими товарищами, эту идею постоянно озвучиваем и говорим о ней.
Так вот, имейте в виду, что все те 15 республик, которые были в составе бывшего СССР, они стоят перед дилеммой вхождения в новые интеграционные проекты. А, как правило, создание новых объединений, да, во всяком случае, на протяжении всей истории, было сопряжено с большой кровью, с большими войнами. Вот именно это мы сегодня наблюдаем на территории Украины, которая пытается войти в другой интеграционный проект, который называется Европейский Союз. При этом, значит, они отрицают вообще всякую идентичность с Россией, и, видимо, это вот такая вот возможность самоидентифицироваться украинцам как народу, так сказать, доказать, что они народ. И вот они выбрали такой путь. А этот путь очень кровавый, очень тяжелый. И он, на мой взгляд, не приведет к хорошему результату. Вот Абхазия, она маленькая, да, но она может рассматриваться даже как лаборатория, да, вот даже так можно на нее посмотреть, потому что те же процессы, которые происходят в Абхазии, они происходят, в принципе, везде, на территории бывшего Советского Союза. Но поскольку Абхазия маленькая, там быстрее можно это увидеть и понять, куда же надо двигаться на самом деле. Так вот я вам хочу сказать, в Абхазии, значит, Абхазия сегодня является независимым государством. Это выстраданная вещь, это, значит, этому предшествовало большое национально-освободительное движение в свое время. И завершающим этапом была очень кровавая война, 28 лет назад в Абхазии закончилась с Республикой Грузия. Кстати говоря, тоже как результат крушения СССР и попыткой создания в Грузии нового интеграционного проекта, куда они пытались силой втянуть Абхазию. Но Абхазия, так сказать, отказалась от этого, пришлось защищаться, и во время войны в Абхазии практически все народы России были представлены, так сказать, в виде добровольцев у нас в Абхазии, чтобы вы понимали. Ни один кавказский народ не поддержал тогда грузинскую сторону. Многие люди воевали, так сказать, на стороне абхазов как добровольцы, потому что справедливость была на стороне абхазов. И вот сегодня, после того, как закончилась война, было обращение, значит, абхазского руководства к Российской Федерации, и была выражена готовность войти в состав Российской Федерации на условиях, на которых находятся там, значит, республики, которые входят, образовывают сегодня Россию. Было отказано. Тогда обсуждался другой вариант, вариант ассоциативных отношений между Россией и Абхазией. Ну, по сути дела, это то же самое было. Тоже отказались, потому что международная обстановка, она не давала, значит, возможности решить этот вопрос. Параллельно мы вели переговоры с Грузинской республикой о возможном едином государстве, которое мог бы состоять как федерация, либо как конфедерация, либо два разных субъекта создают единое союзное государство. Все три варианта не прошли. И вот только в 1999 году мы приняли решение, провели референдум и образовали свою страну, Абхазию, объявили ее демократическим государством и идем по этому пути. И естественно, что никто сегодня уже в Абхазии, да, выросло новое поколение людей, молодежь выросла, которая никому не уступит вот это завоевание, а это уже выстраданная вещь. Но идея евразийства абсолютно симпатична для людей, которые проживают в Абхазии. Ведь мы все понимаем, что в этом мире нельзя вот какими-то глухими заборами отгородиться и там как-то не общаться с окружающим миром, да? И вот из всего того многообразия вариантов, которые есть, да, наиболее симпатичным и наиболее органично приемлемым является именно евразийская идея, которой мы вот уже очень много лет с Павлом занимаемся. Я хочу
выразить ему большую благодарность, что эту тему он ведет очень давно, и при отсутствии всякого финансирования нет никаких денег на эти проекты, так сказать, и так далее, все равно он умудряется не стоять на месте, с ними выступает, имеет единомышленников на этой большой территории, которая раньше называлась Советский Союз. Большое спасибо за внимание. Я горячо поддерживаю создание вот этого нового движения и всеми силами буду участвовать. Спасибо. Алексей Настоящий представитель Ногайской Орды, интеллектуал Ногайской культурной автономии Астраханской области. Уважаемый президиум, уважаемые участники конференции, для того, чтобы представить футуристическую модель евразийства, стоит обратиться в историческое прошлое и просмотреть, какие модели и проекты существовали на пространствах Евразии, каковы причины и ценностно-этическая база их возникновения, в чем они походили друг на друга и в чем было их принципиальное отличие. Державы гуннов от Шанью и Молде до Атилы, Вечный Тюркский Эль и Каганат небесных тюрк, Эхе-Монгол, Улус Чингисхана и его потомков, Улус Джучи, впоследствии названный Золотая Орда, Ногайская Орда под управлением Улугиев из династии Эдиге, Российская империя, Советский Союз, современная Россия либерально-демократического выбора. Что объединяло эти евразийские цивилизационные глобальные проекты? Евразийские проекты глобального уровня значимости, как правило, объединяют три основные скрепы. Первое – материальные интересы. Торговля, логистика, налоги и так далее. Второе – ценности, имеющие нематериальные основания. Религия, понятие добра и зла. Что можно, чего нельзя. И что должно. Справедливый и, главное, неотвратимый суд. Понятие Родины, страны, семья, лидер. То, за что не грех и жизнь. Третье – это святыни. Как правило, это религиозные артефакты, культ предков, пророков, их правил, введенных в уровень надзаконных постулатов. То есть то, что является обязательным преклонению души и сердца, вне зависимости от пола, положения и происхождения. Вот, на наш взгляд, тот тигр, что спаивает племена в народы и нации, а народы уже рождают элиту по качеству положительного выбора. Элита же, взяв на себя функции и права от имени народа, порождает лидера. Я не зря оперирую термином «рождать», потому что процесс рождения – это божественное таинство, а власть только от Бога. Выбор же всегда лукавый, и иногда он выталкивает наверх гротескных клоунов и перевертышей, обращающих в пыль, пот, кровь, труд многих предыдущих созидательных поколений. Как в божественных книгах сказано: «На все воля не моя, но твоя». Основной состав евразийской цивилизации – это братский союз, семья, племен и народов, имеющих культурный код не западной цивилизации. Это объединение из раза в раз проявляется, как мы видим, через братские союзы основных по численности народов славян и тюрков. Вот и сейчас мы собрались в этом зале, представители этих народов и этносов, чтобы протянуть друг другу руки для братских объятий, чтобы в товарищеской обстановке обсудить наше прошлое, настоящее и постараться внутренним взором заглянуть в будущее. Наша вековая мечта о будущем не изменилась и не потеряла своей актуальности со временем. Мы все так же хотим быть хозяевами на своей земле, и наши дети должны принадлежать и существовать в том ценностном и культурном пространстве, какой мы считаем единственно верным. Не буду озвучивать эти вечные постулаты и сентенции.
Все они запечатаны у нас в наших сердцах и генах. Теперь хочу вместе с вами обратиться к тем процессам, которые нас разъединяют, дробят и в конце концов будут. Первое. Это либеральное понимание ценностей, где каждый сам за себя. Обязательства перед семьей, обществом и родиной отсутствуют как понятие. Либеральная свобода при ее разборе означает, что каждый волен умереть с голоду и от болезней, без надежды на сострадание и заботу от государства и общества. Последний пример с выплатами врачам и детям в период пандемии показал, что даже для президента Путина это является большой проблемой. Второе. К сожалению, наши прошлые современные мейнстримовские историки, геостратегии и общественные деятели совершенно не осознают глубинных причин возникновения национальной вражды и нетерпимости среди славянских и среди тюркских народов. Главное – это отсутствие концептуальности и стратегии ее реализации. Следующее, не менее важное – это национальный вопрос. Без учета национальных и культурных особенностей даже родственных национальных групп, мазание всех одним миром и краской уже привело к русско-украинскому конфликту. Вы все русские, потому что и т.д. и т.п. Или вы все татары, потому что и т.д. и т.п. Нет, мы все разные. Это нужно принять как данность и исходить из этого, если хотим достичь гармонии в едином страновом пространстве. Не нужно нас соединять там, где мы не соединимся никогда. Эти обобщения и объединения порождают химерические проекты, направленные против семьи народов евразийского пространства. Они не жизнеспособны на длительную перспективу, но опасны в тактическом плане. Возьмем такие проекты, как «Москва, Третий Рим» или «Великий Туран». Оба эти проекта несут нам по отдельности вроде бы как счастье и процветание. Однако все эти проекты направлены в первую очередь против русско-славянского и тюркского мира вместе и по отдельности. Не зря у истоков этих проектов стоит Великобритания. Эти условные англосаксы, конечно, хотят для нас добра и процветания. Кто бы сомневался. Зачем далеко ходить за примерами? Обратимся к либерально-демократическому выбору в нашей стране, Российской Федерации. Наш флаг триколор олицетворяет три выбора нашей страны: синий, либеральный, белый, белогвардейский и красный, природный, тюркский и большевистский. На чем и на каких ценностях мы будем выбирать свое будущее? На либеральных ценностях понятно, что нет. Они по факту показали свою античеловеческую и трансгуманистическую направленность и по естественным причинам уже сходят с исторической сцены. На белогвардейских ценностях тоже нет. Когда чем мы будем лучше бандеровских желтоблакитников, торгующих своей землей, национальными интересами и людьми. Замечу, что во время Великой Отечественной войны белогвардейцы и бандеровцы были в одном строю, лизали сапоги фашистским завоевателям и стреляли с фронтов в спины нашим отцам и дедам. Теперь, конечно, белогвардейцы просят примирения и прощения под сенью государственных структур, строят анахронические памятники и памятные доски, но они временные в полном смысле этого понимания. Простить и примириться, но их властовщина видна в их фильмах-новоделах о Великой Отечественной войне, о Зое Космедемьянских и других героев. Народ это не воспринимает. Ведь у них, у белогвардейцев, кроме Власова, Шухевича, Краснова, нет своих героев. Вот поэтому им нужно оплевать наших героев. Так что их белогвардейский проект с хрустом французской булки вернется на их любимый Запад. Чем дольше он здесь, в России, будет насаждаться, тем кровавее будет исход. Нам с ними не по пути. Остается красный проект, или СССР-2, он же евразийский. Здесь нужно быть очень внимательными и аккуратными. Времени у нас мало, но оно есть. Мы здесь для этого и собрались, чтобы обменяться мнениями, так сказать, сверить часы перед интеллектуальным проектом штурмом. В красном или евразийском проекте тоже существуют свои подводные камни. Хочу остановиться на некоторых из них. Недавно в передаче Захара Прилепина на НТВ был сюжет о Ермаке, где представители татарской общественности вышли с предложением не называть аэропорт в Тобольске именем этого атамана. Якобы он был угнетателем Татар-Сибири.
К этому бреду власти, как ни странно, отнеслись с пониманием, и аэропорты по всей стране начали носить нейтральные имена. Я не говорю уже о Сталинграде, городе вечной воинской славы всех народов СССР. Татарский нацпроект и начало татарской национальной идентичности – это 19 век, а Ермак – 16. Патриотические общественники решили поставить памятник Ивану Грозному в Астрахани в честь добровольного вступления Астраханского ханства в состав Московского княжества. Татарская общественность Казани выступила против. Татарский нацпроект и начало татарской национальной идентичности – это 19 век, Иван Грозный – 16 век. Для неискушенного человека этот разрыв во времени и событийности может ничего и не скажет, хоть и связан своими отрицательными последствиями. Но ведь никому и в голову не придет отрицать, что те древние, якобы угнетаемые татары, это и есть и современные татары. За исключением тех тюркских народов, которых огульно занесли в начале 20 века татарский нацпроект, и теперь они являются безмолвным топливом чуждого для них конструкта. Теперь великая их история их предков – это тоже достояние нечистоплотных политиканов и проходимцев от истории и проектантов. Мы, наследники ногайской идентичности и наследники своих предков, решили прорезать некоторые геостратегические проекты, сущность которых мы расцениваем как направленные против истории, против интересов России настоящей и будущей. Не было никаких татар до 19 века, ни сибирских, ни крымских, ни казанских, ни астраханских, вообще никаких. Это все экзоэтнонимы, внешние клички, данные соседями этим народам. Любой, даже начинающий историк, ученый, вам это докажет на пальцах. Но правда вещь горькая и крайне неприятная. Мало кому это интересно, ведь столько книг и диссертаций уже написано. Но кому-то это нужно было остановить. Пришлось нам Нагаем напомнить о себе. Поэтому памятнику Ивану Грозному в Астрахани быть, и проектанты из Казани для Нагаев и всех астраханцев не указ. Но и Ермак тоже вскоре, думаю, займет свое почетное место в Сибири. Наследие и опыт Ногайской Орды как глобального евразийского проекта до конца еще не оценен даже его потомками. И мы, хранители этого наследия, в данное время всесторонне изучаем эти управленческие знания и технологии наших предков. Эти знания остались еще в древних фольклорных кодах и шифрах, и мы их считываем. Ногайское историческое наследие принадлежит в первую очередь самим Нагаям, и потом уже всем остальным народам на евразийском пространстве. Уважаемые гости и организаторы такого нужного всем народам Евразии форума, ставшей площадкой для обсуждения и обдумывания наших концептуальных проблем, выработки стратегий. Только подлинный, справедливый союз всех может создать крепкую семью народов, где каждый этнос найдет свое место за богатым евразийским историческим столом. Своей самобытностью, культурой и традициями мы все вместе можем обогатить и спаять новый и одновременно старый, поистине цивилизационный проект «Большая Евразия». Красный цвет, посередине это Тамгра-хана Нагая, ну и круг это символ вечности. Писатель, политик Захар Прилепин. Напоминаю, что инициатива у нас совместная, «Новая Евразия», «Новые скифы», «Движение за правду». И хотел бы, чтобы Захар высказался на эту тему, так как прекрасно, как он умеет. Ну нет, я, конечно, так прекрасно, как вы, не умею. Вот. Нет, мы тут с Германом Садулаевым придумали небольшую речь, я ее потом отчасти зачитаю, а сначала скажу. Собственно, да, у вас тут цвет какой-то особенный, да, нам надо встать так, чтобы я не был в массовом евразийском. Очень долгая, как и у всех здесь собравшихся, так называемая политическая жизнь, конечно же, для меня лично она является не только политической, а по сути, конечно же, произрастает из культурной, из, более того, из поэтической, потому что так или иначе все мои политические взгляды, они выросли из контекста русской литературы, русской в самом широком смысле этого слова.
И в этом смысле, когда формировались взгляды и убеждения, соответственно, сразу после распада Советского Союза, который я застал в 16 лет, то каких-то вещей так или иначе всегда недоставало, что в левом, что в правом спектре. И органично совершенно и совершенно неумолимо, неизбывно, объективно и неизбежно поэтапно пришло вот это ощущение, пришло через поэзию ощущение того, что все это может быть так или иначе объединено. Через Блока, конечно же, через Скифов Блока, через поэзию Сергея Есенина, который зачастую воспринимается исключительно как певец русской хтони, рязанской, глубоко национальной. Конечно же, Есенин многократно выше и шире всего этого, в том числе он и прямо это проговаривает неоднократно. Русь, любимые чути мордва, все равно мордвинка или чувашин, крест один у всех, и под крестом именуется, подразумевается не только, собственно, православный крест, и совсем не православный крест, а, собственно, судьба, единая, общая, огромная судьба. И, конечно же, через это стремительно осознался переход, собственно, в скифство конкретное, которое было создано как движение накануне революции, в революционные годы, постреволюционные годы. И здесь в моем сознании все стало собираться, потому что левая идея и правая идея, скифство, задумывающееся евразийство, русская поэзия, русская история, все это так или иначе в этой точке начало собираться. Была еще отдельная история для меня, связанная с историей, собственно, казачества. Сам я вырос на Верхнем Дону и по отцовской материнской линии имею отношение к донским землям и к донским народам. И история так называемых в советское время крестьянских войн, разинских восстаний, Пугачевщина, и Булавинщина и так далее и тому подобное. Чем дольше я этим занимался, чем больше я в это вглядывался, тем сильнее, конечно же, и здесь просматривалась вся эта история. Так или иначе, скифская история, история евразийская, история совместная. И парадоксальным образом, я сейчас пишу большую книгу о Разине, эта история еще и государственническая. Она не деструктивная, как ее пытаются преподнести. Она вот на каком-то этапе, выходя в открытый космос сознания, она становится сверхгосударственной, абсолютно государственной. Я, собственно, готов это отдельно так или иначе доказывать. Ну и затем история моей юности, история национал-большевистской партии, она так или иначе совместилась поэтапно сначала со знакомством с Данилевским, а потом, конечно же, Трубецкой и Савицкий. И вся эта история, опять же, левая, национал-большевистская, устряловская, евразийская, скифская, есенинская, разинская, она просто в каком-то завихрении мыслительном слилась воедино и в одно. Да, парадоксально, что, то есть, слыша эту органику и воспринимая ее через Есенина, через Блока, и не только через них, и через Ремезова, и через Алексея Николаевича Толстого, через Пятника, через огромные пласты литературы и культуры, странно, что она до сих пор не является определяющей вообще для сознания русских людей, России, россиян и всех населяющих это огромное пространство, потому что она едва ли не единственная, что органично охватывает вообще все сознание, вообще всю историю, вообще все пространство, всю географию. И опора на это, она внутри даже самого себя не позволяет возникнуть никакому конфликту, потому что у меня тут же все укладывается на ту или иную предысторию, внутри которой нет никаких противоречий, ни национальных, ни этнических, ни конфессиональных, ни географических, никаких иных, потому что это, безусловно, та самая взыскуемая всегда теория общего дела, общего пространства и общего будущего. Вот это я просто, чтобы как входной, собственно, билет проговорить, что я к этому не зашел со стороны, не пришел к этому случайно, не пришел к этому в силу каких-то обстоятельств. Это не просто одна из самых важных вещей, а это определяющая вещь для меня. Она базовая для меня, она является моей системой мышления и системой кровотока. Следующая история, она, конечно же, переходя уже в политический, собственно, сегмент, в политическую,
констатацию, она связана с распадом Советского Союза. Но в данном смысле, конечно, мы не имеем в виду не только самообразование СССР, а просто это форма, так или иначе, наименования тех земель, тех пространств, тех народов, которые в данном контексте в 20 веке были объединены. И мы стоим, я стою, мои товарищи, которые так или иначе разделяют мои убеждения, стоят перед необходимостью переосмысления этого распада и исправления, так или иначе, тех вещей, тех последствий, которые были волюнтаристски совершены в 1991 году и в последующие годы. Выгода в этом, за этим, опять же, не стоит, так или иначе, некий национальный, в том числе русский волюнтаризм. Я это очень твердо и очень спокойно ощущаю, в силу очень многих причин. То есть, если максимально их упростить, то нужно сказать как минимум две вещи, что никто из нас не стал богаче с этим распадом, мы все стали беднее. Беднее стали в смысле культурном, в смысле этническом и в смысле, конечно же, суверенитета. И это второй пункт, потому что даже у нас и участников этих событий, и наблюдателей сторонних были, может быть, ложные иллюзии, что распавшиеся территории смогут достичь достаточно серьезной и высокой степени политической суверенности, но ее нет. И более того, она, конечно же, на каждом кризисном этапе переосмысления геополитических границ или еще каких-то конструкций, она будет подвергаться сомнению, все более и более жестокому сомнению. Тем более, это ни в коем случае не унижает ни один народ, так или иначе, в том числе и ставший предметом отделения, потому что слишком много очень серьезных и слишком богатых игроков. Существуют китайцы, существует усилившаяся Турция, англосаксы и так далее и тому подобное. Безусловно, в этом контексте никакое конкурирование, оно априори изначально невозможно на равных основаниях, на равных правах. И в этом смысле какая-то воссоздание какого-то союза, какой-то возможности объединения, отстаивания именно во славу этого букета, этих суверенитетов, этой цветущей разноцветной сложности, именно во имя этого, конечно, необходимо так или иначе объединительные процессы. И никакой иной, более подходящей, более органичной формы, чем, собственно, евразийство, для этого не существует. Вот это вот, что называется, шапка процесса. Теперь, собственно, то, что мы с Германом Судулаевым, моим замечательным товарищем, очень давним, с очень давних пор, мы с ним знакомы с 2005 года, мы познакомились на литературном фестивале в Липках. Я тогда только что уволился из отряда милиции особого назначения, соответственно, Герман приехал не так давно с территории Чеченской Республики, пережившей две чудовищных кампании, и там я слышал в кулуарах разговоры со стороны разнообразных преподавателей, что надо развести Судулаева и Прилепина в разные стороны, они сейчас подерутся просто немедленно, потому что, смотрите, этот вот бритоголовый, и этот вот огромный чеченец, сейчас будет просто драка. И, естественно, мы когда виделись с Германом, мы, собственно, с тех пор не расстаемся, потому что это очень ложное и вульгарное представление о том, что вот мы как бы столь одичавшие, что мы первые и должны, собственно, мириться. И так и происходит, на самом деле, как правило, в любой ситуации, когда мы оказываемся в одном помещении с людьми, которые прочитали энное количество книг, воспитанных в контексте русской культуры, потому что это единственный возможный выход и единственное возможное, собственно, пространство для объединения. Мы тут же в общем, обо всем и договорились. Так, чтобы буду с некими купюрами это произносить, потому что часть я уже произнес. В русских сказках герои, рассеченного на куски, сначала поливали мертвой водой, чтобы часть тела воссоединились, а потом живой водой, чтобы в восстановленное тело вернулась душа и жизнь. Мы долго пытались поливать останки Союза мертвой водой. Мертвая вода – это экономика, политика, военное сотрудничество. Мы создавали единое экономическое пространство, давали льготы на экспорт энергоносителей, выделяли кредиты, формировали таможенные союзы, заключали военные договоры. И разделенные территории сползали, стягивались в новое единство, но всякий раз не оживали и снова стремились расползтись. Пример вы сами все знаете. Потому что нужна живая вода, идея, культура, дух и философия. Этой идеей для нас может стать только новое евразийство. Основные положения нового евразийства замечательно высказаны в коротком, но мощном манифесте Павла Зарифуллина, Алексея Дерман и Рустема Вахитова «Новая Евразия, Ноев ковчег 21 века». Я лишь хочу добавить тезис о важности культурной интеграции, которая, как живая вода, наполнит душой и жизнью политический, экономический и военный союз. Я считаю, что, конечно же, все эти вещи должны происходить на
не побоюсь этого слова, глубоко демократической основе. Потому что очень многие процессы, которые не случились до сих пор, даже в том же самом конфликте на территории Украины, в юго-востоке Украины конкретно, по одной лишь простой причине, что не запущены элементарные демократические инструменты для этого. Потому что если, условно говоря, или не условно, проводить референдумы на тех или иных территориях, проговаривая ту или иную форму взаимодействия или совместной жизни, или объединения, то, безусловно, конечно же, процессы интеграции, они будут происходить, процессы объединения будут происходить. И, конечно же, колоссальное количество мировых игроков, разделителей и деструктивных персонажей не заинтересованы в этом. Они ужасно боятся, собственно, демократических процессов. И именно из-за этого они обвиняют в том числе и российскую сторону в волюнтаризме, в тоталитаризме, в авторитаризме и так далее и тому подобное. На самом деле ситуация обратная. Если включить, еще раз повторяю, реальные демократические процессы, то мы не узнаем, собственно, территорию Евразии в стремительной перспективе, потому что, конечно же, чаще всего все сплошь и рядом исключительно компрадорским разнообразным элитам, не имеющим, что называется, национальности, выгодны эти процессы, а людям, народам и культурам выгодно объединение. Политические границы разорвали нашу родину, мы все еще являемся одной цивилизацией, культурной, даже антропологической. Мы все еще понимаем друг друга лучше, чем кто бы то ни было за пределами нашего небесного содружества. Время уходит, тем не менее, пройдет еще 10, 20, 30 лет, и ничего не останется, не будет былой общности. Нас растащат по своим зонам влияния Китай, Турция, исламистские страны, вездесущие англосаксы. Мы видим, что дезинтеграция намеренно ускоряется. Наши соперники заинтересованы в том, чтобы разорвать части некогда единого целого так, чтобы они больше не могли срастись. И главным средством разобщения стала атака на русский язык. Они понимают, что ни экономика, ни политика не помогут нам, если вытеснить из Евразии русский язык. Из этого вырастает наша первая и главная задача – защита русского языка как языка межнационального общения русской литературы, русской культуры во всех регионах и сопредельных нам странах как место и способа общения, контакта, взаимодействия всех национальных культур. Вот простой пример. Можно ли перевести на все национальные языки всю национальную литературу всех наций? Скорее нет, чем да. Но можно перевести национальные литературы на русский язык общий для всех, и она станет общедоступной. Это принцип хаба. Так организованы аэропорты. Проще, быстрее, надежнее организовать рейсы по принципу прилет в хаб, вылет из хаба до места назначения, чем пытаться поставить маршруты между всеми аэропортами. Такова и русская культура. Кроме того, русская культура имеет огромное значение сама по себе, она еще и хаб для многих национальных культур Евразии. На этом и должна быть построена новая Евразия как платформа культурной интеграции. Что конкретно мы можем сделать уже сейчас? Вот два элементарных проекта. Первый проект – издавать интернет-журналы, журнала «Новая Евразия», общественно-политический, художественно-публицистический, журнал с прозой, почерками, статьями, исследованиями истории, культуры, литературы Евразии, ее земель и народов, собранные в интеграционном ключе. Мы можем привлечь пул замечательных авторов не только из Москвы и Петербурга, и даже не только из России. Мы можем объединить работы в журнале «Национальную интеллигенцию» многих земель. Это будет не просто еще одно средство массовой информации, а точка сборки, стратегический узел теории и практик нового евразийства. Мы сделаем журнал читаемым во всей Евразии и влиятельным. Он должен появиться в школах, университетах, корпорациях и на столах у руководителей всех уровней. Второй проект – учредить образовательную программу института или университет Новой Евразии, чтобы проводить исторические, этнографические, социологические, антропологические и прочие гуманитарные исследования. И главное, чтобы обучать людей, особенно молодежь. Мы будем устраивать курсы, лекции, семинары, практикумы, лаборатории в разных местах Евразии по всему перечню гуманитарных дисциплин. В настоящее время существует только одна официальная модель образования науки – буржуазно-либеральная, западническая. Она готовит послушных потребителей, некритичных поклонников западного образа жизни. Как маргинальная версия того же самого либерализма существует региональный сепаратизм, национализм с его пайками об исключительности и превосходстве того или иного этноса. Но мы можем представить совершенно иную концепцию гуманитарного знания, основанную на опыте нашей цивилизации, на идеях социализма и евразийства с прицелом на интеграцию. Сами по себе вырастают только сорняки и грибы-поганки. Мы обязательно сознательно должны образовать, воспитать, вырастить элиту Новой Евразии в своем университете. Вот, собственно, два наших предложения, которые мы заходим. Так мы будем эту историю максимально расширять. И я, собственно, рад нашему знакомству, счастлив всей этой истории и приветствую вас. И мы открыты к любым другим возможным формам сотрудничества, взаимодействия. И вообще, спасибо всем братьям и сестрам. Я считаю, что мы должны вот сейчас после яркого выступления Захара Прилепина сделать важный символический шаг. Все из вас читали манифест «Новая Евразия», который мы специально подготовили. Сейчас
Захар озвучил свои комментарии и комментарии нашего друга Германа Садулаева, который почему-то не приехал сюда, засел в Красноярске и оттуда трансцендентным образом внушает нам свои мысли, как такое тайное сибирское радио. Не знаю, у него свой, конечно, умысел, но это не важно. Всем все понятно, все пришли к какому-то общему знаменателю. Всем все ясно, что новая Евразия должна вот родиться, возможно, прямо сейчас. Что я предлагаю вот по пунктам? И предлагаю с вами как-то уже это зафиксировать. Первое. Согласиться с манифестом Новой Евразии, с комментариями Прилепина и Садулаева к нему. Второе. Быть альянсу новых скифов и движения Захара Прилепина, которое и учреждает движение Новой Евразии, и пригласить другие общественные организации России, стран Содружества и Евразии к этому большому альянсу. Третье. В самое ближайшее время разработать программу и устав этого большого нового движения, движения Новой Евразии, поручить Зарифуллину, Прилепину, Садулаеву, Дзерманту, Шишкину, Вахитову, Бедюрову и другим официальным лицам проработать эту программу и проработать этот устав. Четвертое. Поручить нашим лучшим художникам, музыкантам, писателям, художникам в первую очередь, потому что у нас страна такая, страна визуального взгляда на мир, страна, где невозможно иконоборчество, то есть мы видим глазами в большей степени. Как сказал Есенин, мы скифы, принявшие Византию, глазами Андрея Рублева. Так вот, нашим художникам Максиму Ильинову, здесь присутствующим, Начину Шалыку, Вячеславу Ларионову и другим разработать символы этой новой Евразии, потому что это очень важно. Флаг, знаки, отличительные шевроны, как мы пойдем-то с этими, какие будут цвета, какие будут краски, это очень важно, какая будет яркость, самая высокая, я надеюсь. Но поручить это профессионалу. Герб, гимн, флаг, мы на все рассчитываем, все, поскольку у нас огромное количество и поэтов, и художников, и писателей, все должны бросить свои перья, свои кисти на эту работу. Ну и пятое, наверное, в ближайшее время, обсудив идеологические вопросы, провести большое совещание, большой съезд, большой курултай этой новой Евразии и заявить в общественном пространстве Российской Федерации, стран СНГ, это новое слово, новый логос, новое большое великое дело, чтобы слово воплотилось в дело, воля в красоту, и чтобы наши враги дрожали, наши друзья радовались, наши дети смеялись, чтобы все мы вместе на этом евразийском ковчеге, евразийском корабле отправились в наше блистательное завтра. Вот я предлагаю за эти 5 пунктов проголосовать. Если вы за, вот я за лично, да, утвердить, заявить и основную часть нашего мероприятия закончить, перейти к общению. Евразийцы, скифы никуда не расходятся, мы там продолжим наши обсуждения. К вашим услугам кофе, а мы пойдем дальше к прессе заниматься агитацией и пропагандой. Спасибо, дорогие друзья.